В Аддис-Абебской программе действий подчеркивается, что частный бизнес, инвестиции и инновации являются главными факторами повышения производительности, включая экономический рост и создание рабочих мест. При этом в программе признается, что бизнес часто сталкивается с трудностями в получении финансирования. В большинстве стран СНГ существует явная потребность в укреплении потенциала министерств и государственных органов, национальных финансовых институтов и предпринимателей в области доступа к международным финансовым рынкам. В рамках стратегического партнерства ПРООН с международными финансовыми институтами проект укрепления потенциала для финансирования устойчивого развития в регионе Содружества независимых государств реализовал ряд программных мероприятий по оказанию поддержки в развитии потенциала и технической помощи Кыргызской Республики и отдельным странам СНГ по повышению эффективности сотрудничества с финансовыми институтами в подготовке проектов для потенциального финансирования со стороны международных финансовых институтов. В рамках данного проекта мы в первую очередь совместно с государственными органами запустили национальный механизм идентификации потенциальных инвестиционных проектов. В последующем в рамках данного механизма мы смогли подготовить качественные экономически обоснованные бизнес-проекты, которые в последующем получили финансирование от самого крупного фонда на рынке Кыргызской Республики, от Российско-Кыргызского фонда развития. Вторым компонентом, немаловажным, является усиление навыков бизнеса в разработке бизнес-проектов, чтобы охватить широкий круг бизнеса, и в том числе государственных органов, мы разработали шаблоны бизнес-проектов. 29 готовых шаблонов бизнес-планов разработаны для различных отраслей и видов деятельности и могут использоваться предпринимателями при подготовке бизнес-плана проекта, для которого они будут обращаться за финансированием в финансовые учреждения. Шаблоны находятся в открытом доступе на сайте Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики. Бизнесу необходимо еще создание благоприятной среды для развития своей деятельности. И в этом направлении мы в рамках данного проекта также проработали по разработке программы развития частного сектора на среднесрочный период до 2026 года. Разработанная при поддержке проекта программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года представляет собой комплекс конкретных мер и инициатив государства и частного сектора, направленных на устойчивое развитие бизнеса. Программа утверждена постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики. Российско-Кыргызский фонд развития стремится активно поддерживать малый и средний бизнес в регионах. И на сегодняшний день наш фонд профинансировал более 3200 проектов в регионах Кыргызской Республики на общую сумму $234 миллиона США. И в ходе финансирования малого и среднего бизнеса фонд столкнулся с проблемой, что большая часть представителей малого и среднего бизнеса не могут составить бизнес-план и технико-экономическое обоснование для своих инвестиционных проектов. В этой связи сотрудничество с проектом ПРООН было очень своевременным и актуальным для нашего фонда, ввиду того, что данный проект предоставил очень своевременную поддержку малому и среднему бизнесу. При поддержке данного проекта было разработано и профинансировано 5 инвестиционных проектов на общую сумму $1 762 000 США в различных регионах нашей республики. И предприниматели, которые получили помощь по линии данного проекта, также смогли поделиться своим опытом с другими предпринимателями. Помимо помощи, оказанной непосредственно предпринимателям, также данный проект предоставил обучение для персонала 14 коммерческих банков, которые сотрудничают с фондом о финансировании малого и среднего бизнеса. Это обучение было очень полезным для сотрудников филиалов коммерческих банков в отдаленных регионах, особенно для кредитных сотрудников. Это повысило их профессиональный уровень, и это все привело к тому, что резко увеличились объемы финансирования за счет средств фонда в регионах нашей страны. Все проекты, получившие финансирование, реализуются в небольших населенных пунктах страны, тем самым обеспечивая вклад в развитие регионов. В результате реализации поддержанных проектов было создано 100 рабочих мест. Я, Оразалиев Касымбек Шамшидинович, директор клиники «Урамед».
Мы значит, писали своими силами бизнес-план насчет этой клиники Урамед и значит, обращались в разные структуры, в разные организации для получения финансирования. Но у нас никак не получалось. Значит, конкурс на ТЭО, значит, объявлен был ПРООН. Оказывается, в то время у нас клиника была в черновом варианте, была построена. Пришли представители ПРООН, мы с ними значит, побеседовали. Значит, я рассказал о своих бизнес-планах, какие вот хочу построить такую частную клинику. Это единственный урологический центр в Баткенской области. До этого времени все жители Баткенской области вынуждены были ездить или в Бишкек, или в Ош, или в Узбекистан для получения квалифицированных консультаций и лечения. Сегодня эти услуги доступны в Баткенской области, доступны у высококвалифицированных профессионалов и доступны на современном оборудовании. Подписали кредитное соглашение с компанией Айка-Сейка по строительству швейной фабрики для производства и пошива специальной одежды. Основное производство компании размещено в Иссык-Кульской области, но по договоренности они разместили небольшое производство мощностью 20 тысяч готовых изделий, вот как указано на баннеры, в год в селе Караой Бекмалдинского Айлек-Мету Таласской области. И это производство позволит обеспечить работой жителей этого села. Для фонда важно, чтобы каждый житель Кыргызской республики мог быть обеспечен работать непосредственно на своей территории, чтобы у него не было нужды выезжать за пределы Кыргызской республики или перемещаться в крупные города, тем самым обеспечивая свою семью, своих детей непосредственно у себя на родине, в своих родных селах, поселках или городах. Возможности к доступу к финансированию, а также успех и эффективность реализации бизнес-проектов после получения финансирования во многом зависит от управленческого и операционного потенциала предпринимателя. В связи с этим повышение управленческого и операционного потенциала бизнес-сектора было еще одним ключевым направлением проекта ПРООН. В рамках национального компонента проекта в партнерстве с Российско-Кыргызским фондом развития и Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики были обучены 275 бенефициаров из сферы бизнеса, из которых 109 участников – женщины. Тренинги помогли представителям бизнес-сектора обучиться, как разрабатывать бизнес-планы, а также как эффективно развивать и управлять бизнесом. Применив знания, полученные во время тренингов, участники смогли мобилизовать финансирование в размере $585 тысяч США по программам кредитных линий Российского Кыргызского фонда развития через банки второго уровня и около $680 тысяч США из других финансовых учреждений. Мен Курманбаева Акжибек, Талас областындагы, Талас районунун Манас айылындагы тигүү цехинин жетекчиси болом. Биз ушул ПРООНдун жардамы менен уюшулган бизнести пландаштыруу тренингине катышканбыз. Ошол жерден биз бизнести пландаштырууну үйрөндүк. Анан ошол жерден биз тигүү цехин ачуу идеясы келген. Анан кийин биз 4 аялдар, 4 киши менен ошо тигүү цехин иштетип баштаганбыз, өзүбүздүн каражатыбыз менен. Андан кийин биз ушул тренингден алган билимибиздин жардамы менен бизнес план жазып, Альянс Алтындын алдында уюштурулган Бакубат Талас фонду бар, өнүктүрүү фонду бар. Ошол жерден биз бизнес план жазып, 900 000 сомго каражат алып, ошол тигүү цехибизди кеңейттик. Кеңейтип, ошол жердеги 4 адамдан турган цехти биз 20 адамга көтөрө алдык. Азыркы кезде бирок цехте 35 киши жумуш орду менен камсыздалып, тигүү цехи иштеп жатат. Здравствуйте, меня зовут Бекжан Турганбаев. Я являюсь руководителем хозяйства ИП Турганбаев. В 2021 году мы проходили обучение по программе ПРООН улучшение молочной отрасли. Обучение проходило, по-моему, в течение 5 дней. На протяжении
этих 5 дней нам подробно объяснили вообще деятельность, да, в молочке. Все от начала до конца в плане выращивания телят, осеменения, лечения, доения, кормления. То есть все фазы, которые, базовые, да, фазы, которые должен знать фермер каждый, да, нас этому обучили. Мы уже планировали, да, об увеличении поголовья, улучшении там условий содержания, но ПРООН, он был как бы одним из таких толчков, которые, ну, дополнительных, да, которые нам дали стимул идти дальше в этом направлении. Мен Ганиева Жаркынай Халботоевна, кесибим боюнча врач-акушер-гинеколог, Разак шаарындагы диагностик медициналык борборун жетектеймин. ПРООНун проеги жөнүндө мен көп эле жерлерде угуп жүргөнмүн. Проегине келгенде биз биринчи окуулар болду. Анан өздөрү окуткандан кийин көрсө рынокто изилдеш керек экен. Биз ошентип изилдөөнүн негизинде окуулардан кийин изилдөөнү жүргүзүп, көрсө биздин региондо тоолуу регион болгонубузга байланыштуу баягы жүрөк кан тамыр оорулары өтө көп кездешет экен. Вот ошол ооруларды изилдеп атып, көрсө бизге, биздин регионго ошол жүрөк кан тамыр ооруларын аныктай турган аппаратура керек экенин аныктап, бааларын аныктап, анан ошонун суммасын изилдеп, кайсыл жерден алсак болот, канча сомго алсак болот, аны биз кантип актайбыз, элге кандай жардам көрсөтө алабыз деген суроолордун баардыгына жооп алгандан кийин биз ошол аппаратураларды сатып келдик. Экинчиден биз ошол аппаратты алып келип, биздин ушу эң алыскы район, Лейлек району, шаардан 1000 километр алыстыкта турган Лейлек районунун элине бир көйгөйүн чечкенге мүмкүнчүлүк түздүк да. Эл ошол бир эле аппаратка түшүш үчүн мурда Бишкекке Ошко барып жүргөн болсо, азыр ушул жерден эле келип диагнозун чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. При технической поддержке проекта ПРООН были проведены тренинги по углубленному финансовому анализу МСБ для 456 сотрудников кредитирования 14 банков-партнеров Российского Кыргызского фонда развития во всех 7 областях страны. Данная поддержка была нацелена на повышение потенциала банков-партнеров на местах по реализации кредитных линий, предоставляемых фондов и применяемых национальными коммерческими банками в качестве важного элемента для обеспечения более широкой доступности инвестиционных ресурсов и финансирования развития для проектов меньшего масштаба. Одной из частых проблем, как кредитных специалистов, является отсутствие надежных источников финансовых показателей. Так как у нас не все клиенты ведут ту отчетность, которую необходимо вести, мы, соответственно, работаем с клиентами, чтобы они вводили в своем бизнесе учетность, которая помогает как финансовым учреждениям, так и клиентам понимать, на какой стадии бизнес находится, на какой стадии денежные средства, оборачиваемость денежных средств, вообще бизнес окупается, на прибыль выходит или нет. В следующем также мы сейчас работаем с клиентами, чтобы именно вот этот вид отчетности клиенты тоже использовали при ведении бизнеса. То, что мы прошли в тренинге, сейчас очень помогает и ускорило наш процесс работы. Это процесс обработки именно финансовых показателей. Так как основную часть работы у нас времени занимает именно выявление финансовых показателей на соответствие тем, что клиенты предоставляют. И благодаря этому тренингу рассмотрение цифр, предоставляемых клиентами, очень ускорилось. Стратегическим партнером для реализации регионального компонента проекта является Евразийский банк развития. И надо сказать, что это достаточно была очень удачная с нашей точки зрения оказание содействия банка второго уровня. Она состояла из нескольких этапов. По одному из этапов им предоставили услуги и провели обучение по укреплению потенциала
по таким направлениям, как информационные технологии, информационная безопасность, управление рисками в банковской деятельности, мотивация сотрудников и другое. И это было оказано такое содействие 12 банкам-партнерам Евразийского банка развития для повышения эффективности при предоставлении финансовых инструментов и оценке поступающих к ним проектов от малых и средних предприятий. Также, как вы знаете, в последние годы очень много мы говорим об ESG-практиках. И следующим этапом в рамках этого компонента оказания содействия банка второго уровня мы посчитали, что очень важно оценить, насколько они готовы к использованию ESG-практик банки второго уровня. Была предоставлена техсодействие 9 банкам-партнерам ЯБРА. Были подготовлены индивидуальные рекомендации по внедрению практик ESG-банкинга, основанные на лучших международных практиках и методологиях для каждого банка. Проведены также онлайн-тренинги со 104 представителями банков-участников. Это содействие было предоставлено не только банкам второго уровня, но и нашему банку. ПРООН рекрутировала консультанта, который очень подробно расписал процедуры вступления в Зеленый климатический фонд. И в дальнейшем это нам помогло подать заявку, которая сейчас рассматривается на вступление ЯБР в Зеленый климатический фонд. Ну и третий компонент – это софинансирование подготовки ТЭО-проектов. Было оказано техническое содействие в разработке ТЭО 2 проектов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Проект в Кыргызской Республике предусматривает строительство новой малой гидроэлектростанции мощностью 15-25 мегаватт. Данный проект внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Кыргызской Республики и укрепит позиции страны на региональном рынке электроэнергии. Проект в Республике Таджикистан предполагает реализацию нескольких экспортно-ориентированных инициатив в сельскохозяйственном секторе. Данный проект будет способствовать не только укреплению продовольственной безопасности и развитию агропромышленного комплекса страны, но и реализации потенциала Таджикистана как экспортера сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС.